Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы. Сегодня мы заканчиваем раздел «Язык и общение». Урок номер 66. Тема сегодняшнего урока Мукагали Макатаев «Три счастья». Сегодня на уроке вы познакомитесь с творчеством Мукагали Макатаева. Будете читать его стихотворение «Три счастья» в переводе, обсуждать произведение, определяя его тему, идею и анализируя языковые средства. Мукагали Макатаев – выдающийся казахский поэт, чьи стихи затрагивают сердце каждого человека. Он прожил недолгую, но яркую творческую жизнь. Полное имя поэта – Мухаммедкали, но его с детства родные ласково называли Мукагали. Поэт родился в селе Карасаз Нарынкольского района Алматинской области у подножия гор великого Хан-Тенгри. По воспоминаниям матери поэта, в 14-летнем возрасте Мукагали серьезно увлекся литературой. Он очень любил читать Абая, Мухтара Ауезова, Сакена Сейфуллина, Габита Мусрепова. Выучил самостоятельно русский язык, любил читать русскую литературу, особенно поэзию Александра Пушкина, Сергея Есенина, Блока. Первые стихи 17-летнего Мукагали увидели свет в 1948 году. Особое место в поэтическом творчестве Мукагали Макатаева занимает тема Родины. Уважение и любовь к своей земле, к своему народу и родному языку отчетливо проявляются в его стихах. Воспевая бескрайнюю казахскую степь, поэт гордится, что родился казахом. Мукагали Макатаев ушел из жизни в 45 лет, оставив наследство грядущим поколениям произведения, которые вошли в золотой фонд казахской поэзии. Это поэтические сборники «Свет мой», «Тепло жизни», «Привет друзьям», «Ласточка моя», «Когда лебеди спят», поэма о жизни, биение сердца, «Шолпан», «Две ласточки», «Аманат». Упражнение номер 1. Послушайте стихотворение Мукагали Макатаева «Три счастья». Какое настроение и чувство передает автор? Три счастья. Первое счастье мое – это мой народ. Если он есть, значит, живу и я. Ему отдаю стихов своих сотовый мед. Дороже золота – это светлая радость моя. Второе счастье – это родной язык. Сердце гранитное словом я размягчил. Все потому, что народа я ученик, он меня правде и доброте научил. Третье счастье мое – Родина-мать. Кто-то за что стоит, за Родину я. Разве погасший очаг может вновь запылать? Друг, приходи, возьми огонь у меня. Три счастья моих на ладони моей лежат. Кто может сравниться со мной? Поди, разузнай. Три солнца в безоблачном небе моем горят. Под ними Арка, Алатау, Атырау, Алтай. Упражнение номер 2. Ответьте на вопросы. Первый вопрос. Прочитайте первую строфу стихотворения. Что понимает поэт под первым счастьем? Найдите строки, в которых выражена мысль о народе как опоре для автора. Первое счастье для поэта – народ. Первое счастье мое – это мой народ. Если он есть, значит, живу и я. Второй вопрос. Прочитайте вторую строфу стихотворения. Что подразумевается под вторым счастьем? Второе счастье – родной язык. Третий вопрос. Прочитайте третью строфу стихотворения. О каком счастье говорит поэт? Какое чувство испытывает Мукагали Макатаев к своей родине? Третье счастье – это Родина.
Мукагали Макатаев испытывает к своей родине чувство любви и гордости. 4 вопрос. Прочитайте последнюю строфу стихотворения. Что означает для поэта Арка, Алатау, Атырау, Алтай? Для поэта Арка, Алатау, Атырау, Алтай – это родные места, символ Родины. Упражнение номер 3. Определите тему и идею стихотворения Мукагали Макатаева, закончив данное предложение. Первое. В стихотворении Мукагали Макатаева говорится о любви к своему народу, языку и родине. Второе. Поэт выражает свои чувства любви, восхищения и гордости. Третье. В стихотворении утверждается мысль о том, что счастье человека в любви к своему народу, языку, родине. Упражнение номер 4. Заполните таблицу «Синтез». Найдите в стихотворении ключевые понятия и запишите их в первой графе. Затем во второй графе дайте толкование их значения или перевод на родной язык. В третьей графе приведите примеры употребления ключевых слов в тексте произведения. Первое ключевое слово – «счастье». Толкование. Бакат. Выписки из текста. Первое счастье мое – это мой народ. Второе счастье – это родной язык. Третье счастье мое – Родина-мать. Второе ключевое слово – народ. Халык. Третье ключевое слово – родной язык. Ана тілі. Четвертое ключевое слово – родина. Отан. Пятое ключевое слово – 3 солнца. Үш күн. Выписки из текста. 3 солнца в безоблачном небе моем горят. Под ними арка Алатау, Атырау, Алтай. Упражнение номер 5. Ответьте на вопросы. Первый вопрос. В каком значении, прямом или переносном, употреблено прилагательное гранитное? Обоснуйте свой ответ. Прилагательное гранитное употреблено в переносном значении. Гранит – это камень, гранитное сердце, эпитет. Второй вопрос. Очаг – многозначное слово. Вспомните его значение. Как вы понимаете смысл выражения «погасший очаг»? Очаг, первое значение – это устройство для разведения и поддержания огня. Второе значение – место, откуда что-нибудь распространяется. Очаг пожара, домашний очаг. Погасший очаг, забытая, покинутая родина. Третий вопрос. Какие сравнения использует поэт? Что с чем сравнивается? Дороже золота – это светлая радость моя. Радость сравнивается с золотом. 3 счастья, 3 солнца. 3 счастья сравнивает с солнцем. Четвертый вопрос. Сопоставьте данный перевод стихотворения Мукагали Макатаева на русском языке с оригиналом. Поделитесь своим мнением. Упражнение номер 6. Выберите любые слова из стихотворения Мукагали Макатаева и подберите к ним рифмы. Попробуйте сочинить двустишие, чтобы эти слова были связаны по смыслу. Упражнение номер 7. Составьте кластер. Напишите слова ассоциации к существительному «счастье». Прочитайте одноклассникам то, что получилось, дополните свои записи другими понравившимися ассоциациями. Кластер «счастье», семья, народ, родина, родной язык, любовь, дети, здоровье, жизнь, радость. Спасибо за урок. До следующей встречи.